Торговые прилавки рынков в Назране подверглись жесткой проверке. Сотрудники управления Россельхознадзора по Ингушетии провели рейд по санкционным продуктам. Подобные мероприятия не редкость для сотрудников этого ведомства. И с каждым разом нарушений становится все больше. О продуктах, попадающих под российские санкции, узнавал Тамерлан Хамхоев. Айсан Гурманов торгует фруктами и овощами в Ингушетии не один год. Жалоб на качество продукции за все время работы не было, делится предприниматель. Другое дело, что список стран, ввоз продуктов из которых запрещен, внушительный. Но Айсана это не страшит. Любому европейскому фрукту можно найти аналог в Азербайджане, Абхазии и Грузии. Сегодня специалисты Россельхознадзора не нашли никаких нарушений в работе предпринимателя. Мы из Баку возим из турецкого товар у нас. Вот, так что вот у нас европейский нету. Все качественные, все хорошие, все отлично. Что у тебя представлено? Мандарины, я вижу, клубника. Мандарин есть, тоже хороший. Вот так что плохих ничего нету. Сотрудники Россельхознадзора признаются, что проводят не меньше времени на рынках в Ингушетии, обследуя торговые прилавки, чем в здании управления, составляя отчеты о проделанной работе. Нужно отметить, что их деятельность приносит свои плоды. Нарушения крайне редки в последнее время. Ну что, гордочный товарищ, а? А кто хозяин? Можно пройти, проверить? Так, Республика Беларусь. Яблоки, груши, клубника, ананасы, бананы, мандарины и многое другое. Любители фруктов будто попадают в рай в виде изобилия ассортимента. Однако, если будут выявлены нарушения в ввозе, послаблений не будет. Уничтожение санкционных продуктов не заставит себя долго ждать. Вы сказали, что Россельхознадзор, рейдовое мероприятие. Скажите, откуда у вас продукция? Вы молдавский виноградовик, турецкий апельсин, европейский Из запрещенных вы не возите, да, ничего? Предупреждение Нарушений и у ИП Арсаева не выявили. Подводя итоги рейда, участники отметили значимость и полезность проделанной работы. В ходе проведения данных мероприятий проверялись торговые точки на территории города Назрань. Нарушений выявлено не было. Хочется отметить, что это уже результат наших непосредственно рейдовых мероприятий, что проводились и в прошлом году. Под запретом попадались продукция растительного происхождения таких стран, как из Евразийского союза. Выносились предупреждения, уничтожалась продукция, изъималась. И в ходе таких рейдовых мероприятий мы сегодня видим результат. Продукции завезенной из запрещенных стран не было. В дальнейшем такие мероприятия будут продолжаться, пока список нарушителей не будет сведен к нулю. Ведь самим продавцам важно, чтобы их имя было в списке лучших. Тамерлан Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.